Газета «Сибайский рабочий» на пороге 60-летия. Ровесница города все это время исправно вписывает в свои страницы историю Сибая, доносит до горожан объективную информацию. Сегодня слово «Сибайка» у многих читателей ассоциируется с именем ведущего, талантливого и сильного журналиста Риммы Юнусовой. Ее знают практически все. Для Риммы Ахметовны газета больше, чем просто работа. Ровно 26 лет назад здесь начался ее трудовой путь. Именно здесь она нашла себя и верных друзей. Как часто говорят мои коллеги, что журналистика – это не столько профессия, сколько призвание, это образ жизни. Действительно, можно согласиться с этим. И мой коллега, уважаемый, любимый Вадим Исламгазин, с которым мы тоже давно в паре работаем, он часто пишет такие поэтические строчки, стихотворения. И в частности, о работе в газете он написал такие строки. «Утро начинается с газеты, и под шелест 4 страниц к вам приходят новости, приметы добрых дел и свет знакомых лиц. Может быть, в ближайшую субботу всем расскажет фоторепортаж, как отлично спорится работа, и о вас узнает город наш». То есть вот даже в этих строчках уже суть подчеркивается нашей профессии. Это вроде бы ежедневные какие-то события, которые происходят в нашем городе, актуальные свежие новости. Но за этим еще и стоят очень большие человеческие судьбы, о которых тоже нужно внимательно, вдумчиво рассказывать. Преданные читатели «Сибайки» хорошо помнят молодежную редакцию «Микрофон», благодаря которой многим посчастливилось познать себя в качестве журналиста. Словом, коллеге по перу всегда удается успешно вести актуальные рубрики, поднимать наболевшие вопросы. Римма Юнусова – журналист, никогда не остающийся равнодушным к проблемам горожан. Ее герои – это люди с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся в трудной жизненной ситуации, молодежь, простые рабочие. Трогательных и пронзительных историй о перипетиях судеб и не счесть. Через перо журналиста пройдено немало. Еще одна черта, которая может быть тоже важна для журналиста, это неравнодушие. Сейчас очень видно и по вашим телесюжетам, и где-то мы в своих статьях стараемся проявить не только сочувствие, но и соучастие. Когда герой статьи, герой материала становится не только именно героем публикации, но ты начинаешь к нему проникаться более глубоко и вникаешь в его проблемы и стараешься помочь, поддержать. Активная жизненная позиция журналиста проявляется во всем. Римма Ахметовна – яркий организатор. Вспомнить только акция «Серебряные коньки», День подписчика, молодежные фестивали. Сейчас ее можно увидеть в рядах волонтеров. Сегодня, в профессиональный праздник, Римме Юнусовой есть что вспомнить. С особой теплотой она говорит о своих коллегах, которые сыграли свою роль в ее становлении как журналиста. Хочется вспомнить учителя русского языка и литературы Котову Клавдию Павловну. Кстати, многие ученики ее пошли в журналистику. Именно ее вот это вот трепетное отношение к слову, наверное, было толчком для выбора профессии. А здесь уже в редакции, да, было много очень имен, коллег, которые что-то внесли свое в газету, оставили свой след. Имена эти помнят читатели до сих пор. Это Мавлида Якупова, Зухра Сайткулова, Гульназара Биишева, Людмила Оглобличева, Эдуард Мустафин, Вадим Исламгазин. И перечислять можно очень много, потому что у каждого из них свой стиль, свой почерк. Они запоминаются, вот эти, названные мной, может быть, кого-то я не назвала, но у каждого из них был свой стиль, запоминающийся, авторский, и подача материала, и отношение, опять же, к людям. Приятно завершился 2015 год для сибайской акулы пера. Римма Юнусова стала обладателем республиканской журналистской премии «Медиапрофи», заняв первое место в номинации «Интервью». Самая главная награда для журналиста – это преданные читатели, которые изо дня в день ждут городскую газету с материалом полюбившегося корреспондента, чтобы прочувствовать судьбу сибайцев на себе. Луиза Мустафина, Дамир Хайбулин, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.